Несмотря на каникулы, эти дети сегодня собрались в школе с одной целью – поддержать тех, кто сейчас далеко от родного края, отстаивает интересы страны. Ибрагим Газиев в акции «Письмо солдату» принимает участие впервые. Мальчик решил таким образом выразить уважение и гордость всем участникам специальной военной операции. Ибрагим уверен, именно добрые слова приободрят наших защитников Отечества, согреют души солдат в нелегкой для них обстановке. Я написал сегодня письмо солдату. Я пожелаю ему, чтобы он пришел быстрее, живым и невредимым, потому что его ждет тут семья, чтобы он был здоров, и пожелал ему счастья, добра и всего хорошего. Поскорее возвращайтесь домой. Спасибо, что оберегаете нас. Любим и ждем. Такие простые, но самые нужные слова можно увидеть в каждом письме. Сказать благодарю решила и Салима Бекова. В связи с непростой ситуацией в мире наши мужчины участвуют в СВО на Украине. С целью их поддержки я принимала участие в акции «Письмо солдату» с пожеланиями их скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми. Также, помимо писем, каждый желающий сегодня смог выразить благодарность участникам военной операции с помощью рисунка. Так и Рабия Гитагазова решила принять участие в акции «Мой папа герой» – нарисовать двух солдат в военной форме. Говорит, что именно таким представляла своего отца, когда тот также находился в зоне военной операции. Мы его очень долго ждали. Он находился на территории Украины 3 месяца. Нам было очень трудно. Он долгое время не связывался с нами, не звонил нам. Этой картиной я хочу поддержать тех, кто ждет своих родных, которые находятся на территории Украины. Сегодняшние акции приурочены ко Дню защиты детей и посвящены они тем, кто непосредственно оберегает молодое поколение. Вот так добрым словом мы способны оказать моральную поддержку солдатам российской армии, рассказать детям о подвигах, совершаемых для защиты интересов нашей Родины. Мы хотели хотя бы какую-то часть поддержки, которую можем оказать этим людям, которые находятся далеко от своих домов, от своих родных, просто сказать теплые слова и поддержать их, чтобы они понимали, что здесь их ждут. Уже скоро все письма будут отправлены военнослужащим. Подобные акции в школах проводятся ежегодно. Принять участие может любой желающий. Малика Измайлова, Исмаил Коригов, Новости 24.